Раз. Доброе утро, уважаемые коллеги. Прошу в чате откликнуться, как меня слышно. Видна ли вторая половина у вас экрана, где я буду демонстрировать свой экран. У меня со звуком все нормально. В целях экономии трафика не включаю видео. Сегодня будем работать в таком режиме. Я-то иду сейчас, я не буду мешать. Уже включено. Итак, тема у нас сегодняшнего нашего вебинара. Сегодня будет действительно вебинар, а не семинар, как я обычно проводил. То есть я сейчас в течение 40 минут, 30-40 минут покажу вам, как можно делать тесты. Значит, запись, мы работаем через вебинарную систему ProofMe. Запись выкладывается на ProofMe на следующий день. Значит, если у нас получится, мы сейчас запишем тоже и, возможно, выложим сегодня. Но вы можете, в принципе, записать вебинар на свои гаджеты, на свои телефоны, смартфоны, чтобы потом вторая часть будет у вас как бы самостоятельная работа, где я вам открою доступ, и вы самостоятельно попробуете то, о чем я буду сегодня говорить. В видеозале вчера тоже в режиме тоже видеозаписи был еще выложен еще один ресурс создания еще одного ресурса – это лекции. В частности, лекции с элементами деятельности. Значит, мы с вами работаем на единой системе электронного обучения Республики Коми. И когда вы заходите по адресу edu.rkomi.ru, вот сейчас, если вы видите, можете развернуть можете правое окно, по двунаправленной стрелочке нажать и развернуть на весь экран. Адрес для входа у нас edu.rkomi.ru. Кто-то попытался тоже подключить видео, но, в принципе, в конце вебинара мы можем попробовать и подключить видеоконференцию. Может быть, будут вопросы. Коллеги, еще предлагаю вопросы, если будут возникать, задавать в закладочке «Вопросы». В верхнем меню есть у вас закладочка «Вопросы». Поскольку в вебинаре у нас там приветствие, возможно, какие-то технические моменты, в чате мы какие-то технические моменты будем обсуждать, а вот в закладочке «Вопросы» можно задавать вопросы, касаемые нашей темы сегодняшнего вебинара, то есть создание тестов в системе дистанционного обучения, в системе Moodle. Итак, мы находимся с вами в единой системе электронного обучения Республики Коми. Адрес я указал в чате. Можно его найти в чате. Вот кто-то у нас пытается тоже подключиться с видео. Хорошо, молодцы. Я говорю, что мы это попробуем подключение, наверное, в конце вебинара. У кого есть веб-камера, у кого есть микрофон, попробуйте, может, потом подключиться. Значит, для того, чтобы зайти в эту систему электронного обучения, мы должны нажать кнопочку «Вход». Значит, при входе в систему, если у вас есть учетная запись от ГИСЭО, от электронного дневника, то, в принципе, вы можете войти в систему, используя учетную запись от электронного дневника. Для этого достаточно ввести вашу фамилию, первая буква имени, как правило, так учетка в ГИСЭО формируется, и ввести пароль. Значит, если вы, в принципе, можете и не использовать учетную запись ГИСЭО, но если вы зайдете в учетную запись ГИСЭО, там, если у вас в ГИСЭО введен еще адрес электронной почты, то автоматически ваш личный кабинет заполнится. И единственное, вы должны будете подтвердить учетную запись через свою электронную почту.
Если у вас нет еще учетной записи, то вы нажимаете кнопочку «Создать учетную запись», или вы не зарегистрированы в электронном дневнике и создаете свою учетную запись. Сами придумываете логин, сами придумываете пароль, сами и заполняете вот некоторые сведения о себе. Адрес электронной почты, подтверждаете электронную почту, фамилия, имя, страна, муниципальное образование, населенный пункт, сфера занятости, здесь, как правило, будет система образования, и место работы, учебы. Учеба у нас здесь сказано, потому что в этой системе мы работаем в том числе и с детьми. Таким образом, учетная запись будет создана, на электронную почту вам придет письмо с просьбой подтвердить свою учетную запись, вы ее подтвердите. Таким образом, вы зашли в систему. Но я сейчас тоже зайду в систему. У меня уже есть логин и пароль. А сейчас вы видите, вот в этой системе вы видите только две категории. И когда я сейчас зайду в систему, я зайду под администратором системы, поэтому появятся еще синенькие категории, которые скрыты, ну, чтобы они не мешали нам работать, пока они не заполнены, только наполняются, но они сейчас у нас тоже появятся. Вот еще некоторые категории есть, которые пока скрыты от остальных пользователей. Вы будете только две. Когда вы зарегистрируетесь и зайдете в систему, вот здесь внизу есть электронная заявка на получение прав учителя. Эту заявочку надо будет заполнить. Те, кто захочет потом, после нашего вебинара, попробовать тоже поэкспериментировать. И в том, значит, поле, где у вас будет обоснование или местоположение и название курса, вы укажете, название курса у нас будет 31.03 проба. Вот здесь укажете 31.01 проба. То есть вот я вам открою права доступа как учителя в этот курс, и вы там попробуете что-то сделать. Итак, мы заходим с вами. Возможно, кто-то сейчас присутствует на вебинаре, кто участвовал в предыдущих моих онлайн-семинарах, а это был в октябре у нас был онлайн-семинар, в ноябре вторая часть и в январе как бы третья часть онлайн-семинара была, то вы можете, если что-то не доделали, просто еще раз повторить и доделать. Итак, мы заходим в образование, педагогические работники, повышение квалификации, и вот здесь у нас есть тестовая площадка по созданию курсов в системе дистанционного обучения Moodle. Заходим на тестовую площадку. Вот для тех, кто уже обучался в октябре, в ноябре, в декабре, но не закончил, предположим, у вас доступ открыт вот к этому курсу. Ну и в принципе здесь вот как раз рассказано, первое задание у нас было это создание лекции, пример в том числе лекции, создание тестов, и вы создавали свои тесты. Ну вот кто-то создавали свои ресурсы, кто-то сделал, кто-то не сделал. Доступ у тех, кто не доделал, как бы есть, вы можете сейчас сюда зайти после вебинара и как бы продолжить создание своих ресурсов. Для всех остальных вот этот ресурс 31.03.2020 проба. Но у вас пока доступа к нему нет, доступа как учителя нет. В принципе, я могу открыть доступ как учащийся, но смысла в этом не вижу. Значит, после вебинара вы мне подадите заявочку, я вас добавлю сюда в качестве учителя, и вы попробуете какие-то элементы курса свои создать, добавить, попробовать. Значит, замочек говорит о том, что у нас гостевой доступ. То есть вы можете все зайти, посмотреть эти материалы. Буковка «И» означает описание тут, вот в частности, вот у этого вебинара есть описание. Замочек означает, что настроен гостевой доступ, и если вы зарегистрированы на сайте, вы можете, в принципе, зайти посмотреть.
Это у нас курсы. Вот здесь пробные. Так. У кого-то микрофон включен. Я пока отключу. Коллеги, не подключайтесь пока. В конце мы попробуем подключиться, поэкспериментируем с видеоконференц-связью. Иначе ваши микрофоны фонят и мешают. У кого есть веб-камера, да, можно будет подключиться, но это мы попробуем с вами в конце. Елена, я прошу не подключаться пока. Значит, и по заявочкам Галина Игнатова. Галина Игнатовна. Заявочку на сайте подавайте. По окончании вебинара я вас подключу. Коллеги, я прошу пока не подключаться. Не включаться в видеоконференцию. Иногда, когда просишь, включитесь, никто не включается. А сегодня прямо аж горят желанием. Так, коллеги, я пытаюсь подключать тех, кто подключался у нас, но они все равно продолжают подключаться. И их микрофоны, к сожалению, фонят, немножко мешают нам. Коллеги, вот для доступа заявочку на сайте заполняем. Итак, внизу сайта есть «Заполнить заявка». Я, конечно, потом чат просмотрю и всех добавлю, но давайте после окончания. Сейчас мы посмотрим. Вы можете сейчас включить на запись на своем смартфоне или на своем телефоне, включить запись экрана. Да, запись экрана можете включить. Есть такая программа OBS. OBS – программа для записи экрана. Бесплатная программа, можете ее скачать. Называется OBS. Программа для записи экрана. И какие-то вебинары можете записывать. С официального сайта OBS можно ее скачать и с помощью этой программы записывать какие-то вебинары, потом смотреть, нужны они вам, не нужны. Итак, мы продолжаем. Итак, мы будем работать на тестовой площадке 31.03.2020 проба и будем создавать на ней тест. На самом деле это вот все темы, это создавали педагоги, которые проходили обучение. Тут есть несколько тем, они пробовали. На самом деле вы тоже... Но мы будем делать вот здесь. Когда вы заходите в любой курс, открывается вот такое окно, где представлены темы курса. Ну, в данном случае сейчас у нас 19 тем. То есть каждая тема – это будет каждый участник. А если это будет ваш полноценный курс, предположим, по предмету, то, предположим, если у вас 2 часа в неделю, то здесь у вас будет 68 тем, ну или 70 тем, исходя из того, что у нас учебный год 34-35 недель, 68 тем будет. Сейчас у меня 19 тем, и когда я включу режим редактирования, а он будет вам доступен, когда я вас добавлю сюда с ролью учителя, так, нажимаем кнопочку «Режим редактирования», и нужное количество тем вы можете себе добавить. Вот здесь «Добавить темы».
Если вам не будет хватать, вы можете добавить еще там, ну, чтобы у вас в курсе было нужное количество тем. Но я сейчас добавлю еще 2. То есть, предположим, у меня 19 будет, добавлю 2, получается 21 тема. Потом, когда вы будете пробовать, каждый выбирает свою тему. И когда вы нажмете кнопочку «Редактировать», режим редактирования, возле названий тем вы увидите карандашик, и у вас появится кнопочка «Редактировать». То есть вот я сейчас завершу редактирование, ничего нет, да? То есть это как бы вот режим работы ученика. Когда я нажимаю кнопку «Редактировать», она превращается в «Завершить редактирование», а здесь появляются всевозможные меню и возможность редактировать. Возможность редактировать. Нажму карандашик, ну и отредактирую вот по своей фамилии. На самом деле в курсе это будет какая-то тема урока. Вот я тему отредактировал. Темы на будущее вы потом можете переставлять, когда у вас уже будет курс. Я буду работать. Ну, все вот пишут, что подключились и нет звука, нет. Вот. Дальше. Если я нажму кнопочку «Редактировать», то есть вот справа меню у нас есть, где кнопка «Редактировать». Если я ее открою, разверну по стрелочке, то можно будет тему отредактировать, выделить, скрыть, либо удалить. Скрыть мы можем для чего? Если у нас тема еще не проходится учениками, чтобы она не мешала, мы можем те темы, которые не проходятся, пока скрыть. Ну и если сделали что-то неправильно, то мы можем ее удалить. Редактировать. Вот если я возьму, то здесь можно будет добавить какое-то описание темы нашей, о чем эта тема, то есть какой-то комментарий, ну и, соответственно, сохранить. Вот мы увидели описание нашей темы. Вот. Теперь мы можем в нашу тему добавлять элементы или ресурсы курса. Кнопочка «Добавить элемент или ресурс курса». Но если вы вчера лекцию смотрели, можно будет сегодня вот в эти пробные моменты еще раз просмотреть вчерашнюю видеозапись и лекцию тоже сделать, добавить. Какие же элементы и ресурсы курса могут быть? Анкета, база данных, вики-страничка, внешний какой-то инструмент, глоссарий, задание, лекция. Вот лекция как раз у нас, мы вчера создавали лекцию, можно будет ее создать. Обратная связь, опрос, пакет SCORM, простой сертификат – это если у вас будет уже сертификат, рабочая тетрадь, семинар, сертификат, тест, форум, чат. И, наверное, давайте вот, может быть, чат сейчас я добавлю, чтобы мы могли, если у вас какие-то вопросы будут возникать. Да, вы сейчас не можете записаться на этот курс. Я сказал, что я вас добавлю в конце вебинара. В конце вебинара добавлю, кто не может зайти. Как создать лекцию и как дать новое название теме. Коллеги, я сейчас как раз об этом говорю. Как дать новое название темы. Надо нажать карандашик и вводите название темы. Для того, чтобы название темы новое название. Создавали лекцию мы с вами вчера. Вчерашнюю видеозапись в видеозале можете посмотреть. Итак, после того, как мы создали тему, ее назвали, мы можем добавлять элементы. Ну вот я, например, могу добавить лекция. Лекция. Я не буду ее добавлять, я просто покажу. В любом ресурсе, какой бы вы ни добавляли, практически у всех ресурсов вот однотипное окно. То есть здесь будет название лекции, устройство, например, персонального компьютера. Описание лекции, о чем эта лекция, какие-то рекомендации даны, на что-то обратить внимание и так далее, и так далее. То есть описание лекции. Описание лекции вы можете скрыть
или если поставите галочку, оно будет отображаться. Про эти все настройки мы поговорим чуть позже, когда будем делать тест. Сохранить и вернуться к курсу. Вот у меня сейчас появилась уже лекция с описанием. Значит, проходя по тем ресурсам и элементам, которые мы можем добавлять, вот если мы выберем лекцию, то вот здесь краткое описание этого ресурса. Если вы нажмете подробнее, перейдете на более подробную справку. То есть, что такое лекция, как ее делать и так далее. Ну, кратко, о чем. Перейдем на форум, предположим, тоже, что такое форум и краткое описание форума. Так, значит, чат мы, наверное, не сможем создать. Давайте сейчас я сделаю следующее, чтобы вы могли зайти на этот курс, на наш курс, хотя бы как учащиеся, я сделаю самозапись на этот курс. И вы сможете записаться. Заодно посмотрите, как, ну, вы будете здесь как учащиеся, просто будете пока смотреть. Вот. Да, если у вас на сайте нет, заявка в любом случае у вас должна высвечиваться. Вот я прокручиваю вниз, я зарегистрирован на сайте, уже на таком сероватом фоне электронная заявка на получение прав учителя. Кнопочка «Заполнить». Заявка как бы есть, независимо от того, зарегистрированы, есть у вас личный кабинет, нет, но только надо быть зарегистрированным. Если вы не зарегистрированы или зашли как гость, то возможно, что заявка у вас не отображается. Итак, сейчас мы с вами будем создавать тест. Вернее, я буду создавать, вы смотреть, а по окончанию. Ну, короче, понятно. Ирина, будьте добры, не включайте больше камеру. А по окончанию курса я открою вам доступ, ну, в течение там какого-то времени мне надо будет каждому открыть, и вы уже, переименовав вот каждую тему в свою, фамилию, например, можете, фамилию, инициалы, там, как хотите, только чтобы вы понимали, что это вы уже будете пробовать создавать свои ресурсы. Итак, чтобы добавить элемент, мы должны что? Выбрать «Добавить элемент». И выбираем, мы сегодня с вами создаем тест. «Добавить». Опять открывается окно, где мы заполняем имя нашего теста. Наш тест будет называться тоже «Устройство ПК». Устройство ПК. Описание. Здесь в описании вы можете там критерии отметок задать, например, что на 5 будет столько-то процентов ответов. Итак, если критерии оценок, отметок за тест. Это вы можете написать в описании. Ну и здесь, соответственно, 5, там, предположим, это будет от 90 до 100%. 4 это будет. И вот здесь очень важно, если я сейчас напишу, что это будет вот, ну, вот здесь, предположим, там от 75 до, а вот до чего мне здесь дописать? До 89, а если будет 89 и там с чем-то баллов наберет процентов, может такое быть? Вот здесь этот 1%, он выпадает как раз, поэтому вот здесь надо быть внимательным. Как быть с этим 1%?
ну и так далее. То есть описание вы можете отразить, чтобы у вас было видно. Пока больше ничего делать не буду, просто сохраняю и возвращаюсь к курсу. Итак, вот у меня уже есть лекция, есть тест, который мы сейчас с вами будем делать. Я выбрал сейчас тест, и для того, чтобы могу просто зайти в этот тест, и он у меня сразу покажет, что я могу редактировать этот тест. Вот. Либо второй вариант, когда вы выбираете тест, значит, когда вы вошли в тест, то у вас вот здесь внизу тоже появляется возможность редактировать тест, просматривать тест и результаты теста, когда они уже будут, можно смотреть. Итак, я беру редактировать тест. Значит, открывается вот такое окно с возможностью редактировать. Значит, вы можете установить максимальную оценку. Ну, предположим, если у вас каждый вопрос будет 1 балл, и у вас будет, предположим, 10 вопросов, то тогда 10. У меня, предположим, будет 4 вопроса, значит, каждый вопрос будет оцениваться в 1 балл. Если мы поставим кнопочку «Перемешивать», то порядок вопросов каждый раз будет меняться, что, конечно, затруднит и списывание учеников и так далее. То есть вот кнопочку «Перемешивать» мы можем включать. И вы видите кнопочку «Добавить». То есть это значит добавить вопрос. Пока мы не будем говорить про банк вопросов, хотя формируется банк вопросов, мы будем говорить о новом вопросе, который мы создаем. И когда вы нажимаете «Добавить новый вопрос», у вас выскакивает окно, в котором как раз перечислены все типы вопросов, которые могут быть, вернее, типы ответов. Множественный выбор, верно-неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой ответ. В виде эссе мы можем задать, вложенные ответы, ну и так далее. Выбирая каждый из них, мы также видим описание, что представляет из себя этот вопрос. Ну, давайте первый, самый распространенный тип вопросов – это множественный выбор. И я уже заготовил заранее вордовский документ, в котором у меня эти вопросы уже есть. Ну и, предположим, первый вопрос у меня, что анализ выполнения команд на персональном компьютере осуществляет. Значит, здесь я могу написать, либо в названии вопроса я могу поставить либо цифру 1, либо могу просто написать вопрос, учитывая, что у нас, если мы включили перемешивание, если пронумеруем вопросы, как бы потом они пойдут не по порядку. Хотя можно и так. Вопрос номер 1. И здесь у нас будет текст вопроса. Второе окно – это текст вопроса. Значит, вы видите, где текст вопроса и вообще где и ответы тоже будут у нас в неком в поле некоторого внутреннего редактора, текстового редактора. Если я здесь щелкну по вот этой стрелочке, то меню раскроется, и мы видим как бы почти вордовское меню. Значит, здесь у меня сейчас выделено жирным, я могу убрать жирное, то есть я могу редактировать свои вопросы, но если вы хотите без редактирования, так, значит, удалил я. Еще раз ставлю, беру жирное. Есть возможность вставить из Word, импортировать из Word файл. То есть есть возможность выравнивания и так далее. То есть текстовое редактирование можно использовать.
Значит, 1 балл за данный вопрос. Если вы хотите отзыв какой-то заполнить еще, то можно заполнить отзыв. 1 или несколько ответов. Значит, множественный выбор предполагает, когда мы мы выбираем 1 из нескольких ответ, и будет несколько из нескольких. Ну, вот этот у нас тест предполагает, как раз этот вопрос предполагает, что 1 правильный ответ из нескольких. Копировать. И вот я вставляю. Итак, ответ будет процессор. Вот. Оценка. Ну, это правильный ответ, поэтому ставлю 100%. И здесь могу написать комментарий. Молодец. Молодец. Дальше у меня ответы пойдут неправильные, да? Неправильные. Ну, я их, чтобы туда мне сюда не бегать, я сразу их скопирую в 1, а потом отсюда уже разнесу. Нет, так лучше не... Так. Лучше по одному, не попадаю там. Устройство хранения информации. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляю. Оценка пусто. И здесь мы можем тоже комментарий неверно. 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 Следующий ответ. Устройство вывода. Тоже пусто будет у нас. Неверно. И последний здесь у нас устройство ввода. 4 варианта. Неверно. Пятый ответ пустой. Если надо еще варианты, вы можете добавить еще варианты. Сохранить. Вот у меня появился первый вопрос нашего теста. Значит, у него 1 балл. Что означают вот эти значки, которые есть в этой строчке с вопросом? Первое – это тип вопроса, множественный выбор. Второй вопрос, звездочка. Вообще во всех элементах звездочка означает редактирование. То есть вы можете сюда вернуться и сейчас отредактировать, если что-то оказалось неправильно. Ну, предположим, у нас вопрос правильный, мы оставляем. Значит, здесь можно просмотреть вопрос, как он будет выглядеть у вас уже на экране, как его будут видеть ученики. Вот таким образом мы будем его видеть. Как видите, обозначение идет буквами. Пошло буквами, поэтому я могу посмотреть и этот момент исправить. Когда у нас нумерация, вот я пропустил это, нумерать варианты ответов, и здесь мы можем выбрать либо цифры, либо буквы, как нам это нравится. Сохранить. Сохраняю и возвращаюсь опять в редактирование. Ну и, соответственно, если вам вопрос не понравился, то можно его удалить. Так, добавляем второй вопрос. Новый вопрос. Он тоже будет множественный выбор. Вопрос 2, предположим, да? И беру текст вопроса. Перечислите устройство ввода. Копировать. Ctrl-V. Перечислите устройство вывода. Опять 1 балл за этот вопрос.
И у меня вот в тесте будет несколько устройств. Что-то будет устройством ввода, а что-то будет устройством вывода. И в частности, устройство вывода у нас будет вот монитор, принтер и колонки. То есть 3 правильных ответа. Поэтому 100% я должен разделить на 3 и таким образом оценивать. Ну, например, монитор. Значит, и количество баллов за этот вопрос будет 33,330, ну, 3 в периоде. Будем говорить так. И можно верно комментарий. Соответственно, если я выбираю там, предположим, сканер, здесь будет пусто и комментарий неверно. Дальше там мышка, мышь. Это у нас устройство ввода, поэтому берем тоже 33, верно. Ну, еще к устройствам. Так, что у нас устройство? Устройство вывода. Мышь неверно. 0. Неверно. Неверно. Так. Устройство вывода у нас был монитор, принтер. Это верно. И третий ответ. Соответственно, если у вас 4 правильных ответа будет, то надо 100 делить на 4 и за каждый давать ну, колонки еще. Колонки. Соответственно, есть возможность настроить таким образом, что, предположим, если выбрали при множественном выборе, кстати сказать, я не настроил вот здесь не только один ответ, а допускается несколько ответов, нам надо настроить, нумерация, соответственно. И, соответственно, если можно настроить таким образом, что если, предположим, ученик или студент выбрал из неправильного ответа, то за это можно начислять штрафы. Давайте посмотрим. Перечислите устройство вывода, да? То есть можно за неправильный ответ даже начислять штрафы. То есть вот монитор верно, сканер неверно, и тогда мы здесь можем поставить там, ну, предположим, минус 5%. Минус 5%, если он выбрал неверно. То есть штрафовать за неверные ответы. Штрафовать за неверные ответы. Коллеги, спасибо, кто мне помогает в чате, потому что много технических вопросов. У кого-то там пропал звук, пропало изображение. Ну вот это общие рекомендации такие, что либо надо перезайти в этом случае, либо Ctrl F5 обновить браузер. Давайте еще 2 вопросика добавим, и потом можно будет уже попробовать посмотреть, как все это выглядеть будет. Ну, в любом случае, просмотр вы всегда можете нажать, и как будет выглядеть ваш вопрос, в этом самом вы можете увидеть. Вы можете увидеть, каким образом будет выглядеть ваш вопрос или ваш тест. Так, добавляем еще один вопрос. Ну, например, на соответствие давайте возьмем. На соответствие. Так, это будет вопрос 3. Вопрос 3. И текст будет такой. Установите соответствие. Установите соответствие. Установите соответствие. Значит, вот еще появляется кнопка «Перемешивать», то есть правильные ответы будет постоянно перемешиваться. И в вопросе на соответствие, смотрите, здесь есть инструкция небольшая. Вы должны указать по меньшей мере 2 вопроса и 3 ответа.
можете включить дополнительные неправильные ответы, создав ответ на пустой вопрос. Записи, где и вопрос, и ответ будут пустые, будут игнорироваться. Ну и вот нам надо задать вопрос на соответствие. Оптическая память. Оптическая память – это что у нас такое будет? Это у нас будет, ну, здесь можно единичку убрать. Оптическая память. Ну, пусть остается, не убирает. Так, и ответ берем. Это у нас CD-диск. Дальше следующий вопрос. Магнитная память. Это у нас дискета, которых уже нет, наверное. И молодежь уже, наверное, не знает, что это такое. И электронная память. Это наши флешки. Электронная память, флешка. Так. Ну и добавим несколько вопросов с неправильными ответами. Вопроса не будет у нас, а просто еще добавим несколько ответов. Предположим, принтер, сканер, ну, чтобы запутать немного их, и чтобы они выбрали, ну, еще что там, мышь. Сохранить. И можем просмотреть этот вопрос. Вот здесь вот как раз и будет сканер, принтер, который мы неправильно добавили, мышка, а 3 из них будут правильные. Это вопрос на соответствие. Мы видим, что у нас первые 2 вопроса на одной странице, а 3-й вопрос улетел на 2-ю страницу. 3-й вопрос у нас улетел на 2-ю страницу. Как настраивать, чтобы было все на одной странице или каждый вопрос на отдельной странице, это мы немножко посмотрим чуть попозже. Я возвращаюсь в раздел, где есть мой тест. Ну и сейчас попробую его пройти. Нет, еще, значит, давайте, вот когда уже я захожу на тестирование, если я как бы владелец этого теста, то я могу его отредактировать. Ну и я не исправил, значит, максимальное количество баллов у нас будет 3. Сохранить. 3 балла. И возвращаюсь опять в раздел с тестом. Ну, попробую его пройти. Так, ну, здесь я критерий, конечно, не дописал, что у нас там будет на 3. Начать тестирование. Видите, он вопросы поставил, как бы перевернул мне. То есть 3-й, это у меня был 3-й вопрос, он мне его поставил 1-м. Так, электронная память – это флешка. Оптическая память – это, давайте неправильно отвечу, принтер. А магнитная память – это дискета. Следующая страница. То есть вопросы он мне. Выберите один или несколько ответов. Перечислите устройство вывода. Устройство вывода – это монитор,
колонки и принтер. На сканер я поставил минус 5%, то есть он скинет 5 баллов. Давайте попробуем ответить сканер неправильно. Следующая страница. Ну и здесь, предположим, мы ответим правильно. Закончить попытку, отправить все и завершить тест. Вот он мне выдал, что частично правильный ответ и сразу подсчитал количество баллов. И показывает, что я набрал 2,62 балла. 87%. То есть я как бы в данном случае по тем критериям, которые были указаны, на 4 сдал. И здесь вот он выдает: ваш ответ правильный, вы набрали 2 балла. Здесь тоже правильно, верно, неверно. И видите, за неправильный ответ он мне снял 5%, то есть 0,5 балла. И здесь ответ правильный. Таким образом, вот я с вами попробовал пройти тест. Хотя можно было бы, значит, здесь вот завершить редактирование, и возможность есть переключиться к роли. То есть, когда вы какой-то сделали элемент или ресурс добавили, вы можете переключиться к роли ученика и посмотреть, как это будет видеть учитель. Как это будет видеть ученик. Ну и, соответственно, если вы захотите продолжить, то вы можете вернуться к своей обычной роли. Возвращайтесь к своей обычной роли, к режиму, в частности, к режиму редактирования. Я захожу в режим редактирования и попробую наш тест отредактировать, добавить еще в него вопрос какой-нибудь. Кнопочка «Редактировать тест» и кнопочка «Добавить новый вопрос». И добавляете новый вопрос. Иногда получается следующим образом. Иногда, коллеги, не старайтесь успеть сейчас за мной, не успейте. Цель моего сегодняшнего занятия – это не то, чтобы вы делали со мной параллельно. Включите на запись какой-нибудь гаджет. В крайнем случае мы сейчас по окончании попробуем, мы ведем запись и выложим ее, вы еще раз ее просмотрите. За мной я не ставлю целью, чтобы вы делали все это за мной. Вот кто-то, Людмила, пишет, что не успевает на практике. Включите или конспектируйте, возьмите ручку, листочек, конспектируйте, куда, что, где заходить. Иначе, если мы сейчас будем это делать параллельно, то у нас вебинар этот растянется на несколько часов. Я планировал его закончить за час, но мы и так уже опаздываем. Итак, иногда бывает так, что у вас нет кнопочки «Добавить», и вы не можете отредактировать вопрос. Это может быть связано с тем, что уже кто-то прошел тест, и вы уже отредактировать его не можете. Но в данном случае я, конечно, прошел тест, но почему-то возможность редактирования у меня есть. Давайте посмотрим, что в этом случае надо сделать. Предположим, ряд учеников у вас прошли уже тест, вы заметили какие-то ошибки или для следующего класса хотите исправить эти ошибки, а редактировать вам не дает система. Это связано с тем, что результаты тестов уже записаны, и естественно, что их не дает уже отредактировать тест, потому что есть результаты. Поэтому мы заходим в результаты теста, смотрим, почему-то не показывает отчет, а вот тут, если показать отчет будет, то будет отчет, кто прошел тестирование. Кто прошел тестирование, студентов не было, не записан ни один студент на этот курс, поэтому и вот здесь надо будет результаты теста удалить. Результаты прохождения теста, после того, как он покажет отчет, там внизу надо будет поставить галочку, что сделать с этим тестом, и нажать кнопку «Удалить», чтобы у нас была возможность редактировать дальше тест. Коллеги, возвращаемся к нашему тесту и вообще к настройкам теста. Смотрите, мы создали сам тест, но пока еще его не настроили.
Сейчас, после создания теста, нам надо еще настроить. Во-первых, мы видели, что вопросы разбиваются на страницы, да, на страницы. Как сделать тест? На одной странице или на нескольких страницах? Или каждый вопрос будет на отдельной странице? Поэтому давайте попробуем посмотреть, какие настройки теста мы можем редактировать. Итак, название теста мы можем редактировать, мы можем описание теста редактировать. И что дальше? Вот, синхронизацию. То есть здесь у нас есть возможность включить этот тест на определенное время. Или с какого-то числа до какого-то числа. Вот если я поставлю 31 марта в 10:48, и там на час, предположим, да, 31 марта до 11:48. То есть мы можем конкретно включить дату и время теста. Дальше мы можем ограничение по времени включить, что это будет там 60 минут. Дальше, по истечении времени открытые попытки отправляются автоматически. В принципе, это не важно. Льготный период отправки. То есть тест у вас, предположим, на час, а вы можете еще дать 15 минут или 10 минут или 5 минут на то, чтобы была возможность у студентов нажать кнопочку «Отправить», сохранить и отправить полученный результат. Значит, если он не успеет отправить вот в эти 60 минут, то результат у него будет нулевой, да? Поэтому даем там, предположим, 5 минут льготного периода. Или говорим, что имейте в виду, по истечении 60 минут или 45 минут тест у вас закроется. Поэтому за 2 минуты до окончания теста счетчик там будет работать, будет видно время. За 2 минуты до окончания просьба сохранить ваши результаты. То есть здесь в синхронизации мы настраиваем сроки теста. Дальше оценка. Значит, оценка. Как мы хотим. Вот будет у нас проходной балл, предположим, вот в моем тесте это будет 2 балла проходной балл. Я набрал 2,62, то есть я тест сдал. Дальше мы можем задать, сколько будет попыток и будут ли попытки у нас. Настраиваем попыток, то есть неограниченное количество попыток. И следующий – это метод оценивания. То есть с 10-й попытки он там набрал максимальное количество баллов, вот эта попытка и будет ему зачтена. То есть 9 попыток у него ничего не получалось, на 10-й все сдал. И берем тогда высшую оценку из этих 9 попыток. Либо среднюю оценку, либо первая попытка. Скорее всего, мы будем брать высшая оценка. Расположение. И вот здесь вот как раз о расположении с новой страницы. Либо это будет каждый вопрос с новой страницы, либо каждые 2 вопроса, по 2 вопроса на одной странице. Все вопросы на одной странице. Вот сейчас у меня было 2 вопроса на одной странице, 3-й вопрос перешел на 3-ю страницу. И вот здесь я включаю, что все вопросы на одной странице. То есть как вы хотите. Можно, чтобы каждый вопрос был на отдельной странице. Сейчас я включу «Сохранить и вернуться к тесту». И мы проверим, посмотрим. Давайте я перейду к роли ученика, переключиться к роли учащегося. И давайте посмотрю, что у нас будет. Начать тестирование. Так, оптическая CD, магнитная это дискета, электронная память, флешка. Вот видите, вопросы он уже перемешал. Так, устройство вывода, монитор, принтер, колонки. Видите, все вопросы на одной странице. И также мы вот здесь видим навигацию по тесту. Вот, закончить попытку. На какие вопросы уже я ответил, они тоже будут высвечиваться. Вот я вижу, что
вот эта нижняя черная часть отвечает, что ответ сохранен. Вот на этом этапе я еще могу вернуться к попытке и что-то исправить. Но после того, когда я уже ее отправлю и завершу тест, то уже исправить то, что я отвечал, уже я не смогу. Ну, вот в данном случае у меня все ответы правильные. Вернуться в раздел. Ну, поскольку я был под ролью ученика, может быть, он записал мой ответ. Давайте посмотрим. Будет у меня возможность сейчас редактировать тест. Как видите, сейчас редактировать тест. Попробуем включить. Вот, видите, у меня нет кнопки «Добавить», и выскакивает сообщение. Вы не можете добавить или удалить вопросы, потому что уже были попытки пройти тест. Все вопросы у меня на одной странице. Так, возвращаюсь тогда вот к результатам. Возвращаюсь к результатам теста. И вижу, что вот один человек у меня ответил. Показать отчет. Так, и какие попытки? Записаны пользователи, имеющие попытки теста, не имеющие попыток теста, имеющие или не имеющие попыток теста, все пользователи, имеющие попытки теста. Какие варианты? Завершенные, неотправленные. То есть можно увидеть все попытки. Так. Пока ни один не записан. Так, ну вот сейчас я увидел, кто был у меня. Ставлю галочку и удаляю выбранные попытки. После удаления у меня уже будет возможность опять дальше редактировать тест. Я опять захожу на тест, выбираю «Редактировать». Выбираю «Редактировать». Тест. И я могу уже, кнопочка «Добавить» получилась. Появилась. Могу добавлять вопросы. Итак, мы продолжим настройки нашего теста. Закладочки «Редактировать». Редактировать настройки. И мы остановились на расположении. То есть либо все, либо каждый вопрос на отдельной странице. Сохранить и вернуться. Давайте посмотрим, когда будет каждый вопрос на отдельной странице. Опять берем «Редактировать». Ну вот, просмотреть. Можно просмотреть. Вот. Первый вопрос здесь у нас. Следующая страница. Здесь фиксируется, что ответил я на вопрос или нет. Вот мы видим, что второй вопрос я пропустил. Я могу к нему вернуться к попытке. Ну и, соответственно, выбрать тот вопрос, который я еще не ответил, и ответить на него. Либо переответить на другие какие-то вопросы. Итак, еще раз возвращаемся к настройкам теста. Это мы посмотрели, как вопросы располагаются на странице. Следующая настроечка у нас – это свойства вопроса, случайный порядок ответов, что у нас и включено, или нет, или они все время будут повторяться. Режим поведения вопросов. Режим поведения, честно говоря, как бы не
не использовал вот этот момент, поэтому можно поэкспериментировать, посмотреть, что это на самом деле. Настройки просмотра. Значит, вот когда вы видели, наверное, после просмотра, после того, как я тест прошел, мне были выданы правильные вопросы, то есть ответил я правильно или нет, правильные вопросы были выданы, правильные ответы. То есть здесь как вы хотите. Либо после попытки сразу все правильные ответы он вам выдаст. Либо если это у вас какой-то контрольный тест для всего класса, тогда это когда будет? После того, когда там, вы подведете итоги, да? То есть позже, после того, как тест будет закрыт. То есть в этом случае вы можете после закрытия теста уже выдать им всем правильные ответы. Ну вот, например, географический диктант на этой системе мы проводили, в субботу он проходил, а правильные ответы мы включили, чтобы просмотрели те, кто отвечал, просмотрели только в понедельник, когда были подведены итоги. То есть по прохождению теста студенты или слушатели ничего не видели. Правильно они ответили, неправильно. У них только был балл в конце выдан, что у них вот столько-то баллов они набрали. А какие вопросы ответили правильно, вот здесь вы вот этими настройками просмотра и как раз регулируете. Ну, если хотите к тесту прикрепить фотографию, то можно какие-то изображения добавить. Соответственно, если знаки в оценках, то десятичных знаков после запятой 2 десятичных знака. Дополнительные ограничения на попытки. Вот здесь можно установить пароль. То есть тест есть, к нему доступ открыт, но входить его можно только по паролю. Ученикам сообщаете пароль, и они входят в определенный момент. Вот. Итоговый отзыв. Если вы хотите, можно будет заполнить итоговый отзыв. Так, дальше. Дальше у нас идет общие настройки модуля. Отображать на странице курса, или мы можем его пока скрыть от студентов, когда нам понадобится. Если у вас групповой режим, значит, можно групповой режим добавить. Так, и ограничение доступа. Можно добавить какие-то ограничения. То есть, предположим, к тесту мы получим доступ тогда, когда просмотрим какие-то лекции или выполним какие-то задания предыдущие. Ну вот, например, я могу, что значит, студент должен соответствовать ниже следующему. Завершение элемента. И у нас есть лекция, и этот элемент должен быть отмечен как выполненный, либо завершен с оценкой выше проходного балла. Ну пусть хотя бы элемент должен быть выполнен, отмечен как выполненный. Там у меня лекция. Устройство ПК – это лекция. Тест называется устройство ПК, и лекция называется тест устройства ПК. И вот этот главный, вот этот вот элемент вы тоже должны настроить. Выполнение элемента курса. Здесь есть несколько вариантов. Студенты могут сами отмечать элемент курса как выполненный, либо же отображать элемент как выполненный при выполнении определенных условий. Смотрите, у нас сейчас настроено, что студент может сам отображать элемент как выполненный. Давайте мы сохраним. Я сохраню и вернемся к нашей теме. Выйдем из режима редактирования. Могу перейти в режим переключиться к роли ученика. И смотрите, рядом с каждым элементом, вот здесь я, к сожалению, видать, выключил. Во-первых, вот у теста ограничено, недоступно, пока не выполнен элемент курса, устройство ПК. И вот рядом с каждым элементом курса вот такой квадратик. Это отметка о выполнении. В данном случае у нас стоит, что я могу сам отметить, как будто выполненный, и я получил доступ к тесту. Так вот, то, что сам студент настраивает, выполнено или не выполнено, это неправильно. То есть надо настроить так, и в лекции надо настроить так. И сейчас мы вот рассматриваем
наш тест, мы должны настроить так, чтобы этот элемент становился выполненным после определенных условий. Ну, для лекции это может быть просмотр, да, просмотр лекции и ответ на вопросы. Еще элемент может быть там оценка поставлена за задание, например. Итак, я возвращаюсь сейчас к обычной роли и еще раз вернемся к этой настройке. Режим редактирования, и мы еще раз вернемся к этой настройке и внимательно посмотрим на эту настройку. Выполнение элемента курса. Итак, мы можем не отображать выполнение элемента курса, вообще его не будет видно. Студенты могут вручную, скорее всего, у меня был этот включен, потому что мы не видели. И отображать элементы как выполненные при условии. Предположим, для лекции это может быть студент должен просмотреть элемент, чтобы он считался выполненным. Студент должен получить оценку для выполнения этого элемента. И здесь мы можем поставить, требуется проходной балл или все доступные попытки завершены. Ну, пусть будет требуется проходной балл. То есть вот этот элемент курса будет выполненным, если мы завершили и прошли, сделали проходной балл. Ну и предположим, это у нас был итоговый тест, или предположим, чтобы перейти к следующей теме, мы должны, чтобы этот элемент был выполненным у нас. Завершить редактирование. Ну и теперь смотрим. Пробуем. Но здесь у нас не настроено, поэтому мы можем сами отметить. Там, потому что настроено так, что студент сам отвечает. И элемент курса этот выполнен. Теперь мы получаем доступ к тесту. И начать тестирование. Ну, давайте попробую его сдать. Магнитная дискета. Флешка. Следующая страница. Так, ну вот 2 балла я уже набрал. Ну, этот могу неправильно ответить, хотя тут можно и правильно ответить. 3 я балла набрал. Завершить. Все и отправить. Так, вот он сейчас мне показывает, ответы показывает. А если я там во внешнем виде настрою, что не показывать ответы, он ничего этого показывать не будет. Он мне покажет, что я набрал столько-то баллов, прошло столько-то времени и так далее. И то вот сейчас баллы он, по-моему, снял. Так, почему-то не отметил. Ну, скорее всего, так, почему-то он мне не отметил, что я вроде тест сдал, а он не отметил, что я его выполнил. Коллеги, вот таким образом мы работаем с тестом. На самом деле на YouTube есть много записей. Как бы и вот в том курсе, который я вам показал, педагогические работники, повышение квалификации, тестовая площадка, обучающий семинар, к нему доступ открыт у вас. И вот здесь, в принципе, тоже выложено видео по созданию теста. Можно его смотреть. Коллеги, если есть вопросы, готов ответить на ваши вопросы. Значит, вопрос такой вот последний, который я вижу. Чтобы создать такой тест для учащихся, я должна задать программу? Нет, вы можете работать вот в этой системе, единой системе электронного обучения. Вот, опять же, ну, как бы предполагалось, что в этой системе мы будем размещать курсы, которые прошли какую-то экспертизу, то есть они соответствуют в ГОС, прошли какую-то экспертизу. Но на сегодняшний день ситуация складывается так, что вот это, в принципе, некогда делать. И мы будем открывать доступ, если вы сами захотите хотя бы для своих детей создать тест, и чтобы дети прошли тест на этом курсе, будем создавать и открывать доступ. Значит, смотрите, у нас сейчас здесь есть образование, учащиеся, и уже есть какие-то предметы. Ну, в начальном образовании там только коми-язык предполагается, и то мы пока не выложили его. В основном в общем образовании
ряд предметов есть. Вот, кстати, историю вы можете использовать. За страницами учебника для девятиклассников вы можете использовать. Тут тоже есть несколько предметов, сделанных уже для девятиклассников. За страницами учебника это подготовка к ОГЭ для девятиклассников. Посмотрите там, можно будет посмотреть там, что математика есть, русский язык есть, химия, по-моему, есть. Вот, то есть, но для этого вы должны подать заявку и написать, что вы хотите как учитель доступ к математике за страницами учебника или к биологии за страницами учебника. После того, как вы получите права учителя, сейчас я покажу, вы можете уже добавлять туда своих учеников. То есть вот есть, разработан уже и работает курс по истории. Значит, по географии надо посмотреть, потому что курс разрабатывался давно, в 2012-2013 году, и его надо посмотреть. То есть соответствует ли он нынешним ВГОСам. Аналогично биология. Тоже ее надо посмотреть. Но частично использовать, я думаю, можно. Значит, таким образом, если вы хотите, чтобы хотя бы тот же тест, подаете заявочку, где вы хотите расположить. Образование, учащиеся, основное образование, либо среднее образование, предмет и класс будет у нас. Предмет и класс. Вот в каждом предмете у нас будет класс. Вот 10, 11 класс. Ну, это среднее, да? А уже в классе будет ваш, кстати, 10 класс тоже надо посмотреть его. Может, какие-то элементы можно взять. А уже там я вам сделаю ваш класс, и в классе вы можете уже создавать, будете свои какие-то ресурсы. То есть, мне конкретно пишите, где вы хотите создать. Вот в той заявке, которую подавать будете, вот здесь вот постарайтесь в последних двух ответах полностью, чтобы я понимал, что вы хотите создать курс, где, что вы хотите. Вот здесь путь к курсу, там, предположим, да, образование, учащиеся, начальное образование или среднее образование, предмет и класс. А здесь, что вы хотите, только элементы создать, предположим. То есть вот здесь краткое описание какое-то, что же все-таки вы хотите сделать. После этого я вам открываю доступ, и вы можете делать свои ресурсы, в том числе и вот тесты хотя бы для начала. Как? Теперь давайте еще один моментик, я покажу, как потом добавить учеников. Ученики в первую очередь должны зарегистрироваться тоже на этом сайте. Они могут войти с учетной записью от ГИСЭО и зарегистрироваться с этой учетной записью. После этого, например, сейчас я посмотрю, кто-то подал заявку на то, чтобы я добавил вас. Так, вот заявочка у нас. Приходько Анна Михайловна. Значит, давайте я ее добавлю сейчас. Это ко мне на почту автоматом приходит ваша заявка. В этот курс проба я ее добавлю. Вот здесь у нас есть редактировать настройки. То же самое, что мы и делали. Переходим в режим редактирования. Вот либо здесь мы можем брать, редактировать тему, либо здесь редактировать настройки. И вот тут пользователи, записанные на курс пользователи. Пока никого нет. И сейчас я вот беру и через поиск нахожу. Так, Приходько Анна Михайловна, по-моему, была. Приходько Анна Михайловна, Анна, Приходько 95, адрес электронной почты. Вот я ее выбрал и добавляю в качестве учителя. Анна Михайловна, вы уже можете попробовать
какую-то тему взять, переименовать и как бы попробовать ответить, что-то свое создать. Далее, значит, кто-то у нас в чате, меня добавьте, Захарова Надежда Булатовна. Ну, давайте попробуем записать пользователей. А вообще пишите, лучше заявочку заполняйте. Захарова. Надежда. Надежда. Ну вот 2 Надежды. А какую добавлять? Даже 3. Коллеги, смотрите, в системе при первоначальной регистрации нет отчества. Поэтому зайдите, пожалуйста, в свой личный кабинет, кто не через ГИСЭО заходил, или у кого нет отчества. Вы видите, что у вас нет отчества. Зайдите в свой личный кабинет, редактировать профиль, редактировать информацию и добавьте здесь отчество. Ну и, соответственно, после добавления отчества скажите обновить свой профиль. Обновить профиль. То есть у учителей должно быть все-таки отчество. Значит, детей мы принимаем без отчества, хотя тоже как бы надо бы, а учителей без отчества. Значит, запись сегодняшнего вебинара я выложу тоже в этой теме, ну и, соответственно, запись будет в видеозале. Но давайте все-таки еще кого-нибудь добавлю. Зайду сюда. Хотя, в принципе, сейчас... вы запишетесь только как ученики. Посмотрю в почте, что у меня еще есть, кто в почте. Так, Ковальчук Светлана Валерьевна. Вот Ковальчук Светлана Валерьевна. Мейловский адрес. Так, пользователи, записанные на курс пользователи. Записать. Ковальчук. Светлана. Ковальчук Светлана Валерьевна. Вот уже все с отчеством, все нормально. Учитель. Записать пользователей. Светлана Валерьевна тоже можете пробовать. Коллеги, ну в течение вот следующего минут 20-30, кто подал заявочку, я всех запишу. Ну, те, кто в чате, тогда мне надо хотя бы или сразу отчество добавьте в системе, чтобы я видел, ну вот как с Надеждой, мне непонятно. Либо адрес электронной почты свой укажите. Мне непонятно, какую Надежду добавлять. Ну, на этом мы заканчиваем наш вебинар. Так, вопросы смотрим. Так. Да, запись будет вебинара. Запись вебинара будет. Есть ли существенное отличие тестов на данной платформе от Google тестов? Ну, в принципе, особых отличий в тестах нет. Сейчас и Google тест в Google мы можем тоже поставить баллы. Там есть возможность поставить баллы и подсчитать общее количество баллов. Вот не помню сейчас, точно не помню, можно ли оценить, пройден в Google, можно ли оценить, пройден тест, то есть, ну, набрали 10 баллов. Неясно, пройден тест или нет. Здесь, в принципе, в Moodle можно отметки, набранные баллы перевести в отметки. И мы можем увидеть в журнале отметок, если вот мы вернемся сейчас, опять у нас есть, то есть отметки выставляются сразу в журнал отметок. И, конечно, если это будет полноценный курс у вас, то естественно, что тесты создавать лучше здесь. Они ничем не сложнее, чем в Google тестах, но, значит, здесь вы будете сразу видеть вот отчеты, во-первых,
в журнале отчета, в журнале отчета, и у нас настройка журнала оценок. И вы будете видеть, то есть сдан тест или не сдан. Отчет о деятельности. Ну, почему-то... Ага. Значит, в данном случае сейчас пока не виден отчет, потому что нет учеников, только учителя в этом курсе. Нет учеников, поэтому нет журнала успеваемости. А так еще здесь можно увидеть журнал успеваемости, и как бы в этом случае, то есть все автоматически заполняется в журнал. Так, начальная школа. А что вопрос, какой по начальной школе? Ну да, может быть для начальной школы, может быть, система будет сложноватая, ну, на первые разы, потом в конце концов они втянутся. Да, конечно, можно отдельные тесты по классам, по предметам. У нас здесь так и все и классифицировано, коллеги. У нас здесь для детей все, ну и для вас тоже будет все классифицировано. То есть вот студенты профобразования, учащиеся, студенты высшего образования, но их у нас, скорее всего, не будет, и педагогические работники, учащиеся. Здесь начальное образование, основное образование, среднее образование. Кстати, олимпиадная подготовка учащихся, если у вас есть дети, которые, ну, тут несколько олимпиад у нас, обществознание, английский язык, химия, физика, математика. И кто об этом еще не знает, могут привлечь своих детей вот к прохождению курсов. Здесь пока 3 блока прошли, но сейчас будет дальнейшая доработка. То есть по прохождению 3 блоков дети получают сертификат, если они успешно сдают итоговый тест. То есть, ну, берем основное общее образование, такое массовое, да. Здесь будут представлены все предметы, и в предметах мы разобьем все по классам. Ну, вот здесь по информатике пока пробные какие-то курсы лежат. Разобьем все по классам. Ну, вот как история. Да, все разбито по классам. Хотя вот на ресурсах технологического лицея у них тоже есть Moodle. Кто-то рвется, никак меня не хочет оставить без этого, не дает закончить вебинар. Так, значит, у технологического лицея тоже есть ресурс, есть Moodle, у них по темам. Ну вот здесь надо смотреть, как удобнее. Мы будем делать по классам, может быть, так будет удобнее. Так, посмотрю еще, какие вопросы были заданы. По коми-языку как родному есть в начальном образовании или в предметах? Значит, по коми-языку у нас будут представлены только учебники в электронном виде. Учебники находятся по адресу docs.kriro.ru. Учебники по коми-языку, но они интерактивные с заданиями, поэтому можно использовать, в том числе там и тесты есть. Пока мы хотели их перенести, в том числе и сюда, но пока вот не хватает времени. У нас есть специальный сайт docs.kriro.ru, и на нем представлены все учебники. Ну, по крайней мере, начальной школы. Но там, по-моему, и тоже с 5 по 9, но там надо переделывать их. Вот. Они общедоступны, в общем доступе, то есть можно их использовать, как учебники по коми-языку. Так, что у нас? Коми-язык. Как записать детей в класс? Ну вот сейчас я показывал, как записать учителей на курс. Еще раз давайте покажу, как записать детей в класс. Так же самое мы записываем, как и вы находите через поиск. А можно включить самозапись. Пусть дети сами, если у вас их много, да, если у вас их много, можно включить самозапись для учащихся. Вот для учителей это не получится, потому что все-таки роль немножко другая. Вот на наш этот курс, ну давайте вот я попробую записать
Невзорова Татьяна Николаевна, да? Опять берете пользователи, записанные на курс пользователи, либо способ зачисления на курс можно взять. Зачисление, самостоятельная запись, но она только для учащихся. Вот можно включить, для учащихся это будет самостоятельная запись. И они просто заходят, у них появляется кнопка «Записаться самостоятельно» и записываются. Вот. А если вы хотите вручную их записывать, то пользователи, записанные на курс пользователи, берем. И так, кто там у меня был? Так, Ольга Васильевна, по-моему, вы же записаны. Ну давайте, ладно, на этом курсе, может, не записаны. Давайте все-таки, кто там чуть-чуть еще повыше. Гусева Галина Александровна. Записать пользователей Гусева. Извиняюсь. Гусева. Слишком много пользователей. Так, Галина. Детсад 5. Нету что-то Гусева Галины. Гусевой Галины Александровны не нахожу. Паршукова Татьяна Владимировна. Татьяна. Паршукова Татьяна. Тоже не находит. Вы не зарегистрировались, что ли? Паршукова Татьяна Владимировна не находит. Так. Ну, кто еще? Давайте отсюда возьму. Максимова Раиса Владимировна. Раиса Владимировна, вы, наверное, уже зарегистрированы здесь. Потом я вам добавлю то, что вы просите. Так, Викулова Евгения Брониславовна. Давайте посмотрим. Записать пользователей. И детей вы записываете как учащиеся. Я вас записываю как учителей. Викулова Евгения Брониславовна. Так, и выбираю роль учитель. Записать пользователей на курс. Коллеги, еще какие вопросы есть? Вопросы, пожалуйста, я в чате прозевал. Я, конечно, сейчас просмотрю, но лучше вопросы задавать вот в закладочке «Вопросы». Ну, я понял, я сделаю вам. Ну, чтобы создавать тесты каждый раз, задая заявку. Но если вы напишите полностью, что вы хотите, то я вам все сделаю, заявку. Единственная вам заявка нужна будет, чтобы я категорию класс создал. И вы уже в классе будете создавать. А возможно, вы сами даже. Я вас делаю создателем, буду делать создателем курсов в классе в каком-то, вернее, в предмете. И вы сами сможете создавать класс. А в нем уже создавать какие-то курсы. Можете класс создавать. Так, для СПО, да, тоже в разделе СПО можно будет делать. Так, вебинар будет выложен в видеозале на сайте Криро. Мы заменим просто ссылочку, выложим вебинар, и там он будет. Коллеги, на этом я заканчиваю. Значит, еще могу, значит, указать адрес своей электронной почты. Если, хотя можно в системе, коллеги,